Как правильно кормить, ухаживать и даже помочь питомцам в трудный момент. В гостях у доктора Айболита так называется очень популярная на слете станция. Мастер-классы по первой медицинской помощи братьям нашим меньшим дают профессиональные ветеринары. Специалисты агропромышленного техникума знакомят с хирургическими инструментами и даже учат правилам наложения швов. Доставай, молодец, давай. Все, вот. Есть дети, которые спрашивали адрес, куда приехать, какие экзамены, чтобы поступить. Особенно кто в отдаленных местах, у них ветеринаров не хватает. И говорю, пожалуйста, присылайте к нам, обучим, потом у вас будет работать. Параллельно на других площадках участники целыми семьями мастерят бумажных птиц и кукол счастья. Кстати, это традиционный народный оберег. Куклы неразлучной пары как символ крепкой ячейки общества. Семья из села Кильчиюр Ижемского района как раз из таких. Причем не только крепкая, но и многочисленная. Приемных детей у Марины и Сергея 6. Троих взяли только в 2016 году, но уже сейчас жизнь друг без друга братья и сестры не представляют. Часто передачу эту смотрели, пока все дома. Пока все дома, как да. бы вот с этого началось что-то. А еще вот. Только такси И едет, потом и только... дальше. Дом есть у нас свой. То есть место есть. Скотину держали в то время. Вот. И сначала двоих взяли. Двух мальчиков, да. Потом девочку. А потом еще троих. Да. На слет замещающих семей ижемцы приехали впервые, а вот Конаковы из Карткировского аджирома – постоянные участники всех конкурсов и форумов. Статус приемной семья получила в 2004-м, прежде была опекунской. Валентина и Владимир уже воспитали 6 детей, на очереди во взрослую жизнь еще 5. Мама признается, это трудно, но счастье легко никогда не дается. У меня бабушка еще говорила: «Челядь тебе будто зев щеки дудж». Ну, естественно, это очень тяжелый труд. Детки всякие, детки сложные, детки разные. Вот как-то живем, справляемся потихоньку и пытаемся их везде вовлечь. Вот. Я сама сейчас работаю в клубе, скажем так. И, естественно, я их с собой затаскаю везде, там, на всякие мероприятия. А 2 Константина у нас, они очень активные в своем учебном заведении, в школе, то есть. Вот они участвуют и спортсмены, и, в общем, молодцы, грамоты приносят. Проходит региональный слет раз в 2 года. В этот раз форум собрал 33 замещающие семьи со всей республики. Игры по станциям, мастер-классы, круглый стол. Организаторы постоянно обновляют программу, чтобы сделать день максимально насыщенным и интересным. Главное для таких семей – это возможность быть услышанными. Обсуждаются темы, те вопросы, с которыми сегодня сталкиваются кандидаты, родители замещающие, которые взяли под опеку детей. И те вопросы, которые есть у них в образовании, в школах, в учебных заведениях, вопросы здравоохранения. То есть на круглом столе представлены все представители от органов исполнительной власти. И каждый участник может задать непосредственно свой вопрос и как-то совместно попытаться решить его в рамках республики. А еще семьи-участники в курсе всех событий и возможностей. Некоторые впервые узнали о премии Католикова. Присуждается она ежегодно, но с этого года сумма стала внушительней. Мы ждем от приемных родителей заявки на соискание премии. И если до 2018 года присуждалась 1 премия в размере 10 тысяч, то теперь будет это 4 премии по 50 тысяч. И победитель конкурса, мы планируем победитель отправиться на всероссийский форум. В прошлом году форум приемных родителей проходил в Москве. В этом году, где он будет проходить, пока мы не знаем. Но место проведения всероссийского конкурса ежегодно меняется. Всего в регионе 266 приемных семей. Лидер по количеству Карткировский район. Там их почти 4 десятка. Усыновлять стали и там, где раньше таких семей не было вовсе. В Сызральском районе и Инте. Радуют и показатели количества детей, оставшихся без попечения родителей. Они снижаются. Сегодня в региональном банке чуть больше 800 детей. Таисия Жакова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.